Она – женщина с сильным характером, стойкая и несломленная. Ульвие Ханым – одна из инициаторов первого палаточного городка на южном берегу Крыма, в Дегирменкое. Ульвие Ханым родилась 28 апреля 1964 года, в годы подъема национального движения. С младенчества родители брали девочку на митинги и акции протеста. Мои родители, покойные, непосредственно занимались, их всегда гложил вопрос возвращения на родину, никогда не оставляли эту мысль в покое. И вот когда 68-е годы они постоянно выезжали в Москву вместе с народом, с частью народа, и меня как ребенка всегда брали с собой. И вот как-то вот я не пришла, а вот как-то влилась, наверное, можно сказать. Отец Ульвие Ханым Эйип Аблаев с первых дней войны был на фронте, участвовал в обороне Москвы, штурмовал Пилау и Кёнигсберг. Он был активным участником национального движения крымских татар, боролся за право соотечественников жить на родине. Отец, будучи человеком, прошедший 2 войны, ему было обидно, досадно. Добивался разрешения, были и у Сахара, и у всех этих известных политиков добивались разрешения. В 1978 году семья Аблаевых вернулась на столь желанную родную землю. Они приобрели дом в селе Бахчели Харасувбазарского района и начали здесь обустраиваться. Однако на родине крымским татарам были не рады. Семью не прописывали, обвиняли в нарушении паспортного режима. Перед нами в школе учителя некоторые захлопывали двери и говорили, что мы монголо-татар не обучаем. Ульвие Аблаевой было 13, когда ее с матерью отправили в медвытрезвитель, а их дом снесли бульдозером. Тогда всю семью Аблаевых с 8 детьми депортировали в Краснодарский край, а награды Эйипа Аблаева назвали фальшивыми. Долгие скитания, митинги, протесты, забастовки и бесконечные попытки вновь вернуться на родную землю были безуспешны. Аблаевых вновь и вновь выгоняли с родной земли. В 1989 году был организован палаточный городок на южном берегу Крыма, в селе Дегирменкой, Запрудное под Алуштой. Соотечественники добивались выделения земли для строительства домов. Мы месяц, наверное, ездили по этим инстанциям с Краснодарского края. Подали везде заявления. Затем мы обосновались там на краю табачного поля. Мы просто хотели, пока живые наши старики, да, те промыслы, которые существовали в этой деревне, эти промыслы возобновить. 14 декабря 1969 года власти жестоко разгромили палаточный городок. Активистов сбивали с ног струями щелочной воды, избивали, применяя отработанные приемы. В результате погрома 30 крымских татар были жестоко избиты, из них 6 арестованы. Этот палаточный городок стерли с лица земли. Это было ужасное зрелище. Это шли солдаты, там этот ОМОН, все. Потом один человек у нас, Седомет Балджи, не выдержав этого всего после первого этого боя, или как можно правильно сказать, совершил акт самосожжения. Стариков вообще не жалели. Вот там был Чарух Ридван, его так избивали, партизан. Его лицом в грязь в это табачное поле, нажри землю. 28-30 человек плюс-минус. И около 600 идет на тебя и техника. Вот что в наших руках было? Только вера во Всевышнего. Во время погрома палаточного городка в Дегирменкое Ульвие сильно избили. Она получила серьезные травмы. Ульвие Ханым участвовала в пикетах в Кореизе, Ялте, Алуште, Красном Рае. Каждый день получала угрозы и находилась во всесоюзном розыске. Спустя несколько лет Ульвие Ханым удалось купить дом в Алуште. Женщина продолжала активную деятельность. Она признается, родная земля, родина и Черное море по сей день придают ей силы и вдохновляют.